про угольщиков. Хорошо развивается отрасль, да, сейчас? Владимир Ильич, мы чемпионы. Кто там? Кто наиболее эффективно работает? Эльга Уголь. Помните, вот в 2019 году я просил вас поддержать нас по смене собственника. Вы нас тогда дали поручение, и правительство страны поддержало. Пришли новые собственники, компания Апропети, Авдалян. И реально сегодня, вот мы в 2017 году добывали 16 миллионов тонн угля. Сейчас, по прошлому году, мы добыли 39 миллионов тонн. В первую очередь Эльга Уголь за 24 миллиона, Колмар и Якутуголь. И действительно, есть чем гордиться. Угольная промышленность Якутии в последние годы переживает небывалый подъем. В среднем прирост добычи угля составляет порядка 20% к предыдущему году. В республике продолжается реализация масштабных угольных проектов, а значит, создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления и растут дополнительные зарубежные инвестиции. Наши угольщики не перестают приятно удивлять свою страну, и тому подтверждение ежегодные рекорды на протяжении последних 5 лет. Надо сказать, что вот эта вот планка, которая была взята в прошлом году в 39 миллионов тонн, это, конечно, значимый показатель, очень серьезный уровень. Благодаря ему наша Якутия вышла в тройку лидеров по стране. Когда-то мы боролись за первое место на Дальнем Востоке, а сегодня мы вошли в тройку лидеров уже по всей нашей Российской Федерации. Если объемы взять, к примеру, 2018 год и 2022, ожидаемый 2023, да, вот итоги года скоро будем подводить, здесь рост вообще произошел колоссальный, по сути, в 2 раза. И эти объекты, эти компании все прекрасно знают, особенно в Южной Якутии, потому что 97% угля нашей республики, они добываются именно в Южной Якутии. Ну и все прекрасно, нерюнгринцы помнят, чульманцы, Серебряный Бор, потому что наблюдают благодаря этому развитию своего города, как вводились объекты Колмара на Инаглинском, на Денисовке. Вот сейчас идут серьезные работы по Инаглинской-2 по второй очереди, соответственно, это еще 12 миллионов тонн переработки. Как вводились и кратно выросли объемы на Ильгинском угольном комплексе, а сегодня это уже и аэропорт, можно сказать, посадочная полоса, да, это железная дорога. Многие интересуются, более 500 километров только прямого пути, а это по факту уже 200 километров железной дороги от Ильгинского угольного комплекса до Тихого океана, они уже построены, строители продолжают набирать обороты. Это только малая часть того, что происходит. Но, наверное, можно и сказать еще такие хорошие примеры. Вот, например, в этом году, вот, кто помнит, в прошлом году на Восточном форуме Александр Сергеевич вместе с руководителем федеральным федом запускали Сылаский угольный разрез компании «Антрацит Инвестпроект». А в этом году, вот буквально на днях, можно сказать, и это очень хорошо, что вот накануне Дня шахтера у нас заработала станция Талума. То есть это еще дополнительный объем, это новые рабочие места для наших работников. У нас развивается серьезная компания «Долгучан». Мы ожидаем в самое ближайшее время, что одним разрезом-миллионником у нас станет больше. Но работают малые компании, работают и в других районах, соответственно. Поэтому перспективы понятны. Друзья, берем курс на 80 миллионов. Да, это понадобится несколько лет, но это планка для наших угольщиков вполне достижима. На Дальнем Востоке России планируется создание многоотраслевого промышленного района, основанного на природно-ресурсном потенциале Южной Якутии, а также на развитии транспортной и электросетевой инфраструктуры этого региона. Первое, что здесь отметить, это развитие отрасли. Спрос на наши высококачественные угли премиальных марок, которые находится в Нерюнгринском районе, он, конечно, не просто стабилен, он растет, он стабильно растет. Поэтому ключевое здесь это ввод новых объектов, я в принципе об этом уже сказал, это продолжение развития действующих мощностей, ну вот по Колмару объем уже 12 миллионов, то есть Ильга продолжает набирать обороты, то есть рассчитываем, что в этом году мы вплотную приблизимся к уровню добычи в 40 миллионов тонн по году. Это развитие новых предприятий, это развитие геологоразведки, потому что именно геологоразведки она и определяет будущее любой горнодобывающего предприятия и всей отрасли. Поэтому будем двигаться в этом направлении и тренды развития.
Свои новые проекты угледобывающие компании реализуют с учетом передовых экологических стандартов и технологий. Так, на Эльгинском месторождении обогатительные фабрики проектируются с замкнутым водно-шламовым циклом, а все оборудование оснащено пылегазоулавливающими устройствами, чтобы не допустить попадания угольной пыли в воздух. Компания «Колмар» разработала комплексную экологическую программу, которая включает мероприятия по охране окружающей среды, атмосферного воздуха, водных, земельных и лесных ресурсов, недр, а также в области обращения с отходами. Так, вода, используемая на ГОКе, не выходит в открытые источники, очищается и снова запускается на производство. Также угледобывающие компании не забывают и о социальной ответственности бизнеса. Ярким примером стало подписание в этом году трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства региона, угледобывающей компанией и кочевой родовой общиной «Исток», занимающейся традиционным хозяйством на месте недропользования. Позиция компании «Ильгауголь» осознанная в рамках поддержки наших друзей-венков, аристократов Севера. Мы действительно давние друзья с ивенками, мы давние партнеры. Наше партнерство началось с 2020 года. Как только у нас сменился собственник месторождения Ильгинского, мы тут же начали сотрудничество по многим направлениям. Например, мы поддерживали ивенков с точки зрения спонсирования образования детей общины «Исток». Мы закупали транспорт, мы закупали снегоходы, мы закупали комфортабельный автомобиль. Сегодня состоялось подписание фундаментального нашего флагманского проекта, который поднимет оленеводство Якутии. Планируется увеличение оленей до 2000. Также девиз нашей компании – это «Добываем будущее вместе», и мы гордимся добывать его вместе с ивенками. Сегодняшняя история – это фундамент для развития не только текущей общины, но и передачи их ремесла, умения будущим поколениям, их детям. Якутия с учетом разворота страны на восток находится в выгодном географическом положении. С развитием транспортной инфраструктуры внимание будет уделяться экспорту местных товаров и продукций. И проблемы транспортной инфраструктуры находятся в списке первоочередных задач, стоящих перед руководством региона и страны. Мы буквально на днях, и это как раз наш формат на ежемесячной минимум основе, встречались и угольщики, и железные дороги как раз в поисках пути решения. То есть, потому что нам надо заявляемые объемы вывозить, потому что за этим гарантия наших рабочих мест – это зарплата наших людей, которые живут в Южной Якутии. И здесь выработка предложений, начиная от подвижного состава, продолжая привлечением для решения организационных вопросов сотрудников железных дорог на наши разъезды, на наши угольные предприятия, чтобы действительно увидели эти масштабы, что те объемы, которые мы заявляем сегодня, будем заявлять завтра, будем заявлять следующую пятилетку, это все реально. Что здесь? Мы очень активно участвуем в различных, в том числе группах, комиссиях Госсовета Российской Федерации, где обозначаем проблемы наших угольщиков. Еще раз, мы же все прекрасно понимаем, от этого зависит жизнь нашего и моногорода Нерюнгри, и поселка Чульма, близлежащих поселков, которые серьезно преобразились благодаря работе наших угольных предприятий. Поэтому будем дальше работать по инфраструктуре. Вот не так давно, еще раз, введена новая станция Тулума. У нас развивается железнодорожное хозяйство компании «Колмар». Серьезно развитие идет дороги Улак-Эльга по объемам, ну и, соответственно, Тихоокеанская железная дорога. Вот это все в совокупности, оно и позволяет не только добыть, но и вывести и реализовать, соответственно. Отдельного внимания заслуживает Тихоокеанская железная дорога. Первая в истории современной России частная железная дорога. Модернизация транспортной инфраструктуры стала важнейшим элементом программы развития Эльгинского угольного комплекса. Доставку добытого угля потребителям обеспечит собственный логистический дальневосточный кластер. В него войдут сама Тихоокеанская железная дорога и терминал порт Эльга. Уже к 2025 году «Эльгауголь» рассчитывает выйти на объемы 45 миллионов тонн угля ежегодно. Поставки угля по железной дороге составят до 30 миллионов тонн угля в год.
Все компании растут. Эльгуголь сегодня строит железную дорогу, собственную частную Тихоокеанскую, от месторождения через Хабаровский край. Будет строиться и уже строится глубоководный порт на 30 миллионов тонн. Дорога 530 километров. Строится полностью на частные средства. Это сделано для того, чтобы помочь вывести уголь. Сегодня уголь востребован. На месторождении строится свыше 10 обогатительных фабрик, уже 2 построено. Аэродром строится. И вообще, Владимир Ильич, я считаю, что это самая крупная стройка промышленная у нас в стране. Но, безусловно, за этими цифрами, миллионами добытых тонн угля, километрами построенных дорог, сотнями теплых домов стоят люди. Люди, посвятившие себя шахтерскому делу. От эффективности работы горняков во многом зависит энергетическая безопасность нашей страны, бесперебойное обеспечение сырьем промышленных предприятий, тепло и свет в наших домах. Так же, как и все ребята, приехал сюда с Донбасса в 2019 году. Потом забрал сюда семью. В семьях тоже жена работает в банке, в Сбербанке. Дочка учится в медицинском колледже. Всех все устраивает, слава богу, все замечательно. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с Днем Шахтера. Компании желаю процветания, стабильности, открытия новых горизонтов. А всем коллегам крепкого здоровья, чтобы был достаток, долголетие, и чтобы все у всех всегда в семье было шикардос. С праздником! В шахту пошел, и будущий, как говорится, по стопам. Отец в шахте, мама тоже на шахте ВТК работала. Также хочу их поздравить с праздником. И, как говорится, по стопам и пошел. Приехал сюда в 2020 году, в декабре устроился. Посоветовали друзья, сказали, что здесь все хорошо, платят, работа есть, все стабильно, ровно. Вот. Ну и уже работаю как бы почти 3 года. Ну и нет никаких ни жалоб и нет желания отсюда уезжать. Так что здесь уже родился сын у меня, приобрели квартиру. Вот. Так что в дальнейшем, думаю, будем поднимать угольную промышленность, вот, и надеяться на лучшее. Я сам из Донбасса. Вот. У меня родители всю жизнь проработали в шахте. Мать, отец, дядя, тетя, братья у меня есть, тоже работали все в шахте. Ну и как бы вырос и тоже пошел работать в шахту. На Донбассе работал в шахте. И так что и здесь мне все как бы понятно, все привычно. То есть работу я знаю. Несмотря на то, что традиционно основной костяк работников угледобывающей отрасли Нерюнгринского района представлен жителями Донбасса, которые трудятся в Якутии уже не 10 лет, сложилась устойчивая тенденция к повышению интереса работать в отрасли и среди представителей других регионов России и районов республики. В общем, приехал я сюда, в саму Якутию, в 2019 году. Работал сначала на открытых горных работах, поначалу год отработал. Затем устроился стропольщиком на склад, на складское хозяйство. Затем друзья, то есть у меня много земляков здесь, моих, то есть с моей деревни, с моего района, сказали, то, что иди к нам работать, зарплата намного больше, условия хорошие, в принципе, и земляков много, друзей. Ну и, соответственно, поменял профессию, отучился на горнорабочего подземного и потом стал работать уже в шахте. Хочу сказать, что компания очень хорошая на самом деле. Здесь много у меня друзей, которые еще и были со школы еще, которые мы учились еще в Иркутске. Здесь также приобрелся друзей новых, очень хороший. Коллектив хороший на самом деле. Разносторонние все люди, каждая личность очень, так сказать, как это сказать-то правильно. Ну, каждая личность, она сам по себе человек такой, знаете, вот очень разные люди вообще. То есть нет вот таких вот, то что одинаковые все, у каждого свой характер, да, с каждым отдельно, по-особенному разговариваешь, общение и так далее. В общем, ну, компания, да, хорошая, дала мне очень много на самом деле, да, вот я здесь, как приехал сюда, познакомился с супругой, супруга у меня с Якутии, то есть местная, вот, у нас уже 2 детей, сейчас где-то через
месяцев 7-8 уже будет третий ребенок у нас уже. Квартиру здесь приобрел за счет вот также компании, вот именно то, что помогла, дала работу, зарплату. Вот с помощью этого и приобрел здесь квартиру. Вот уже вот недавно прописался, вот уже, как сказать, коренной уже житель стал. Ну, я тоже с родом с Алёкминского улуса, работаю уже 2-й год, участок конвейерного транспорта и монтажных работ. Ну, работа хорошая, хорошая выплата, зарплата. Коллектив дружный, многонациональный, разные национальности есть. Ну, как бы я с детства как-то мечтал о такой работе, ну, работать в производстве. Ну, более работа промышленности, достойная зарплата, хороший коллектив. И, ну, такого тяжелого я не встретил. Безусловно, стремительно растущие темпы роста в угледобывающей отрасли Якутии не могли не сказаться на дефиците кадров. Причем этот вопрос сейчас стоит в приоритете не только региональных, но и федеральных органов власти. Я бы сказал, задача действительно стоит серьезная на всех уровнях тоже власти, перед каждым предприятием. Надо отметить серьезную работу наших компаний и «Колмар», и «Эльга-Уголь», которые работают с нашим населением на местах, они выезжают в наши якутские села, приглашают себя на работу, объясняют, где можно получить образование, помогают в этом, действуют различные бонусы. Например, «Приведи друга», соответственно, премия за это будет. Да? То есть серьезные программы переподготовки кадров. Идет тесное сотрудничество, вот у нас расширилось, начиналось взаимодействие Южно-Якутского технологического колледжа, например, с Якутуглем, присоединились «Колмар», «Эльга-Уголь», соответственно, и «Долгучан», и «Антрацит Инвестпроект». Это опять-таки о чем? О подготовке кадров. И уже сейчас мощности нашего колледжа надо расширять. Мы знаем в общежитии, ремонт которого, соответственно, необходим. Мы понимаем, что нужно кадров готовить в 2 раза больше, чем на сегодня, пока нам согласовывают заявки. Но в этом, наверное, задача, особенно если мы это направление в создании комфортного города Нерюнгри, в создании хороших условий для приезда семей, как это когда-то было, и сейчас продолжается тенденция, то и этот вопрос мы тоже вместе решим. Действительно, большая проделанная работа на местах приносит свои результаты. Все больше и больше молодых людей уже на этапах выбора профессии принимают решение связать свою жизнь с угледобывающей отраслью, несмотря на все кажущиеся тяготы профессии. И таких специалистов предприятия Нерюнгринского района с большим удовольствием принимают на работу. Решил пойти сюда, так как, когда искал работу, в кадрах очень тепло приняли. Сразу позвали сюда, сначала на другую должность, просто машинистом. Потом сразу же отучили, в кратчайшие прям сроки перевели. И дальше пошел рост карьерный уже по разрядам. Ну, в Якутии я решил остаться, так как я здесь родился. Мне здесь очень нравится. Не раз пытался уехать, но все равно я возвращался сюда. Пытался и служить на контракте, не понравилось, я вернулся. Также и увольнялся отсюда уже единожды. Но все равно я решил вернуться сюда, так как мне здесь нравится коллектив, нравится само производство, как бы его специфика. Ну и сама, так скажем, схема производства. В угольную область я пришел в 2019 году, так как я местный город-шахтер, по сути. Одно из градообразующих предприятий является компания «Колмар». Решение было принято достаточно просто. Поначалу, конечно же, было страшно, но все страхи развеялись буквально после первой же смены. Образование получал также благодаря компании «Колмар», так как у них есть отдел корпоративного обучения. Внутри компании я получал непосредственно образование горнорабочего и затем переводился уже на проходчика. В профессии нравится, наверное, в первую очередь это коллектив. Такой, наверное, не всегда встретишь, когда все дружные и все друг за дружку всегда пытаются помочь, выручить и так далее. Ну и в целом достаточно романтичная профессия. Можно сравнить, наверное, с пилотом самолета. Здесь свои прелести есть, несмотря на то, что мы черные. И как шутят подопечные наши с Донбасса, с Украины. Мне просто нравится мыться и быть черным. Также очень большая работа на местах ведется в области подготовки мастеров рабочих специальностей.
Настоящей кузницей кадров для угледобывающей отрасли стал Южно-Якутский технологический колледж города Нерюнгри, где программы для обучения по специальностям разрабатываются с учетом текущих требований и потребностей отрасли в квалифицированных рабочих тех или иных профессий. Конечно, мы с предприятиями угольной промышленности нашего района сотрудничаем уже очень много лет. Это и с компанией «Якутуголь», основательницей добычи угля в Нерюнгринском районе. Это и сейчас ведущие компании «Колмар» и «Эльга-Уголь». Это наши партнеры в реализации всех совместных проектов, главный из которых, конечно, для нас является подготовка кадров именно по запросу наших предприятий. Особенностью этого года, ну и, наверное, последних лет 5 является то, что только по заказу предприятия можно осуществить набор на подготовку по той или другой профессии или специальности. Но и не исключением стал этот год, когда мы в рамках совместного проекта «Профессионалитет» набираем 600 человек студентов, которые пополнят ряды буквально через пару лет на ряды работников наших предприятий. Поэтому сотрудничество у нас многолетнее, плодотворное и будет продолжаться далее. В этом году мы набрали 2 новые специальности и профессии. Это машинист локомотива и электрослесарь подземный. Ну а наша линейка для горнодобывающей промышленности, она всегда присутствует. Когда мы говорим о совместной работе с нашими предприятиями, мы имеем в виду это не только оформление заказа, да, сколько подготовить и кого, это и совместное участие в процессе разработки учебных программ, по которым мы учим. Это прохождение производственной практики с наставниками на предприятиях. Это участие предприятий в обновлении материально-технической базы, что происходит очень явно и активно в последний год. В рамках проекта «Профессионалитет» мы буквально 1 сентября вместе с нашими компаниями будем открывать 2 полигона и в последующем 11 лабораторий и мастерских производственных. Соответственно, наши предприятия, они также участвуют еще и в управлении колледжем, и мы принимаем совместные решения, направленные на одну цель – это подготовить качественных специалистов для нашей промышленности. В Якутии сейчас реализуется несколько ключевых проектов программы развития угольной промышленности России до 2035 года. В Нерюнгринском районе создана территория опережающего социально-экономического развития Южная Якутия. И промышленные предприятия отрасли уверенно смотрят в ближайшее будущее, понимая, что от их высоких показателей зависит благосостояние не только республики и Дальнего Востока, но и всей страны. Мы здесь видим, есть понятные компании, понятные инвесторы, уже со сложившимися, и, можно сказать, устойчивыми традициями, то есть работать высокопрофессионально, показывать высокую производительность труда, достигать заявленных целей, задач. Поэтому видим, в первую очередь, конечно же, это 2 наших угольных гиганта и компания «Эльга-Уголь», которая формирует сегодня и создает крупнейший разрез коксующейся угля в мире. Это очень важно, что мы даже говорим не о республике, не о Дальнем Востоке, не о стране, а крупнейший разрез в мире по коксующимся углям. Это развитие нашей компании «Колмар», то есть те ГОКи, которые сегодня формируют крупнейшие шахты для нашей страны, они тоже формируют серьезнейший трамплин для развития отрасли, соответственно. Это, я говорил, развитие еще одного миллионника компании «Долгучан», и за ним и с опережением пойдет компания «Антрацит Инвест проект». Это наши малые компании, СТС «Уголь», разрез права Кабактинский. И я думаю, благодаря геологоразведке этот перечень будет расширяться, а все компании будут набирать обороты. Сегодня у нас постепенные задачи достигнуть, взять планку в 40 миллионов тонн по году. Дальше, я думаю, 50, 60, 70 также незаметно пролетят. Но это не говорит, что это будет легко. За этим будет стоять серьезная работа. Судьба города Нерюнгри и всех жителей Нерюнгринского района неразрывно связана с угольной отраслью. Угледобывающая промышленность играет ведущую роль в экономике Якутии, являясь залогом стабильного развития социальной сферы и вносит свой весомый вклад в обеспечение энергетической независимости России. Шахтеры дают жизнь нашей промышленности, несут свет и тепло в дома россиян.
Эта серьезная, опасная и почетная профессия требует максимальной выдержки и самоотдачи, а часто отваги и подлинной самоотверженности. И в профессиональный праздник День шахтера поздравления для всех работников отрасли звучат с особым чувством благодарности. Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли Нерюнгринского района, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера. Сегодня трудовые коллективы горнодобывающих предприятий Нерюнгринского района вносят неоценимый вклад в развитие экономики и обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса Республики Саха-Якутия и всего Дальнего Востока. Благодаря мужественным и отважным людям, посвятившим себя почетной профессии шахтера, добывается черное золото, работает индустриальное сердце страны. Складывается славная шахтерская история, сохраняется бесценный опыт лучших поколений горняков. В этот праздничный день хочу сказать огромное спасибо вам за ваш труд, верность и преданность профессии. От всей души желаю вам процветания, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.